Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие тельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 9 по 15 октября. Мы посмотрим события для вас в этот промежуток времени. Не забывайте о том, что прогноз общий, не у всех он может проиграться, но какие-то подсказки вы для себя здесь все-таки найдете. Обязательно пишите, как проигрываются данные прогнозы. Прогноз можете смотреть по солнечному знаку, по знаку асцендента или по лунному знаку. Так вы найдете больше подсказок для себя. Итак, тельцы, смотрим ваш прогноз. Так, смотрите, у некоторых это может быть общение с медиками, либо коварство и подлость, сплетни со стороны. Это может быть либо женщина высокая худая, либо мужчина высокий худой. Может быть еще и конфликт назревать. Но конфликт, смотрите, конфликт какой-то бытовой, я бы сказала, может назревать, но его можно избежать. А ну давайте-ка я посмотрю сейчас. О чем это? Ну, все хорошо разрешится, можно его избежать все-таки. Сердце, встреча с другом или с подругой. Общение с вышестоящими, да, с каким-то влиятельным человеком, должностным лицом, у некоторых или каким-то специалистом в своей области, у некоторых это может быть повышение по работе, в карьере. У некоторых это, кстати, может быть получение наследства. Обман. Так, обман у нас есть тут. Рядом с вами какой-то лицемерный человек находится, да, то есть такому человеку не стоит доверять. Если будут делать какие-то предложения по поводу чего-то, ну, может, к примеру, там вложить деньги или одолжить деньги, ну, обманут. Так, и при том что-то может случиться резко и внезапно. Или предложение какое-то может быть, или вскроется, человек откроет свое лицо резко и внезапно. Или если вам пообещало какое-то должностное лицо, что-то пообещало вам, но обманут, не сдержит. Нерешенное дело, обман какого-то нерешенного дела. Так, то, из-за чего вы переживали, оно может что-то вот проясниться, разрешиться в течение через месяц. Через месяц. Так, что еще у нас тут? Или переживания по поводу женщины, та, которая за 40. Так, ну что, ребята, смотрим, что у нас тут еще может совпасть. Так. И тут посмотрим. Ну, пока что я ничего больше не наблюдаю. Так, все. Подытожим, какие у нас могут быть события. Начало недели. Смотрите, может быть такая ситуация. Либо сплетни, либо общение с медиками, либо коварство и обман
2 карты обмана у нас тут все-таки выпало коварство, обман со стороны какой-то женщины или мужчина, высокий и худой, или рожден в знак, Господи, в знак год змеи. То есть такое может быть. Дальше. Это может быть, кстати, ваш какой-то друг. Или это ну, вот общение с каким-то специалистом в своей области. Это может быть друг. Как вариант. То есть обратите внимание, также может быть все-таки встреча с друзьями. Встреча с друзьями. И опять-таки этот обман выпал по поводу какого-то нерешенного дела, то, из-за чего вы переживаете. То есть будьте внимательны. Смотрите, есть еще у нас тут у кого-то ситуация получения наследства, повышения в карьере или общение с каким-то должностным лицом, влиятельным человеком. Так, общение с каким-то высококвалифицированным специалистом, то есть это может быть тот же медик, да. И опять-таки есть какой-то обман. Смотрите, если по поводу какого-то диагноза, то, наверное, стоит, если вот в плане здоровья, общения с медиками, стоит, наверное, еще с кем-то проконсультироваться, дабы не был какой-то ложный диагноз. Так, нерешенное дело и переживания. То есть переживание и проблема разрешится через месяц. Или в течение этого месяца, но ближе вот к концу месяца, скажем так. Или переживания по поводу женщины, которая за 40. Вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Пишите, как проигрываются ваши прогнозы. Всем пока-пока.